оркестр школы искусств номер 2 города Якутска, руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Нюргустана Федорова. Добрый вечер, дорогие друзья! Добрый вечер, уважаемые гости, учащиеся и родители. Мы приветствуем вас на нашем благотворительном концерте «Поклонимся великим тем годам». Благотворительный концерт посвящен закрытию года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также закрытию года защитника Отечества в России и года защитника Родины в Якутии. Все собранные средства пойдут на поддержку и восстановление здоровья тех отважных ребят, которые сегодня стоят на страже границ нашей Родины, обеспечивая безопасность и спокойствие мирных жителей. Мы выражаем глубокую признательность каждому участнику концерта и зрителям, чье участие позволяет нам сохранить светлую память о прошлом и оказать посильную помощь защитникам Отечества. Пусть эта встреча подарит вдохновение и радость всем собравшимся, укрепив веру в дружбу, взаимопомощь и единство нации. И этот вечер проведем для вас мы, Мария Дичковская и Тимофей Симоненко. Мы просим приветствовать наших артистов теплыми аплодисментами. Музыка Игоря Лученко. Слова Михаила Ясеня. «Майский вальс». Исполняет детский оркестр и хор детской школы искусств номер 2 города Якутска, руководитель хора отличной культуры Республики Саха-Якутия Светлана Жданова, концертмейстер, лауреат международных конкурсов Дарина Сергеева.
Аплодисменты нашему детскому оркестру и хору детской школы искусств номер 2 города Якутска. Детские школы искусств городского округа город Якутск – это муниципальные образовательные учреждения, специализирующиеся на обучении детей разным видам искусства. Они являются важной составляющей культурной жизни города, способствуют развитию талантов, формированию эстетического вкуса и патриотизма у подрастающего поколения. В городском округе город Якутск функционируют 4 детских школы искусств. Детская школа искусств номер 1, детская школа искусств номер 2, детская школа искусств села Хатасы и Табага и художественная школа имени Леонида Кима. В учреждениях реализуются программы по музыкальному, изобразительному искусству, хореографии, театральному мастерству, народному искусству. Школы регулярно проводят концерты, выставки, фестивали, конкурсы, привлекая широкую аудиторию и демонстрируя лучшие достижения учащихся. Учащиеся школ искусства активно принимают участие в конкурсах различного уровня – региональные, российские и международные – и становятся победителями. Выпускники успешно продолжают профессиональное образование в учреждениях среднего, профессионального и высшего образования. Задачи и миссия детских школ искусств города Якутска – развитие творческого потенциала детей, формирование профессиональных кадров, а также укрепление системы художественного образования города и республики. Наш концерт продолжает сводный оркестр народных инструментов детской школы искусств села Хатасы под руководством отличников культуры Республики Саха-Якутия Нюргуяны Ивановой и Светланы Капитоновой. Соло на фортепиано отличник культуры Республики Саха-Якутия Вера Аянитова. Николай Бажов «Фантазия на якутские темы» для фортепиано с оркестром.
Музыка Кирилла Герасимова, слова Ивана Алексеева, «Хар Үнкюте». Исполняют заслуженная артистка Республики Саха-Якутия Прасковья Герасимова и сводный оркестр народных инструментов села Хатасы. Руководители: отличник культуры Республики Саха-Якутия Нюргуяна Иванова, отличник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Капитонова. Русская народная песня «Ах, улица широкая». Обработка Владимира Матоева. Исполняет трио баянистов детской школы искусств села Хатасы.
Выступает танцевальный коллектив «Күн Эе», детская школа искусств номер 2. Руководители – заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Алена Давыдова, отличник культуры Республики Саха-Якутия Моника Федорова. Советская песня «В путь», написанная в 1954 году поэтом Михаилом Дудиным и композитором Василием Соловьевым-Седым, была изначально предназначена для фильма «Максим Перепелица». Однако впоследствии обрела самостоятельную популярность и стала легендарным военным маршем. Благодаря своей динамичной музыке, необычной ритмике и ярким словам. Получив Ленинскую премию в 1959 году, она стала символом советского патриотизма и торжественных маршей. Музыка Василия Соловьева-Седова. Слова Михаила Дудина. Исполняет песню «В путь» вокальный ансамбль мальчиков детской школы искусств номер 1 «Северные Орлята». Руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Надежда Попова.
Да если надо, повторим, солдаты, в путь, а для тебя, родная, здесь скучно полевая, прощай, труба зовет. Солдаты, в поход, в путь, а для тебя, родная, здесь скучно полевая, прощай, труба зовет. Солдаты, в Сегодня мы надеемся и ждем от мира только хороших вестей. И снова вспоминаем про белых голубей. Символ, в котором воплотились надежды на наше светлое будущее и мир во всем мире. С танцем «Белые голуби» выступают учащиеся 3-4 классов отделения «Хореографическое творчество» детской школы искусств номер 2. Руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Ирена Зинурова. Когда-то бывает, что тучи сгущаются и серая мгла, как туман опускается, нам снятся планеты, кометы и космос, и свободный полет. А в небе хозяева, черные вороны, но если мы выбрали светлую сторону, то знаем, что помощь, надежда и вера с рассветом придет. Высохнут слезы на глазах, и очнутся стрелки на часах, и до рассвета час, и все услышат нас, и все услышат нас. И пусть летят белые голуби, когда встает солнце над городом, и пусть летят белые голуби над миром большим, где небо хватает всем синего, укроется слабый за сильного. И пусть летят белые голуби над миром большим. Ты знаешь, однажды приснемся мы вере, я имла, что над нами развеется серое, сберечь это небо, рассветы и звезды. Нам надо успеть, не будет иначе, мы все будем счастливы. Раскинется белое, синее, красное, и будут в таком мире белые голуби свободно лететь. Высохнут слезы на глазах, и очнутся стрелки на часах, и до рассвета час, и все услышат нас, и все услышат нас. И пусть летят белые голуби, когда встает солнце над городом, и пусть летят белые голуби над миром большим, где небо хватает всем синего, укроется слабый за сильного. И пусть летят белые голуби над миром большим.
танцем «Синий платочек» выступает хореографический ансамбль «Рябинушка» детской школы искусств села Табага. Руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Наталья Лебедкина. Слово для приветствия предоставляется главе городского округа город Якутск Евгению Николаевичу Григорьеву. Добрый вечер, уважаемые родители, зрители. Сегодня понедельник, но концерт. В первый раз я в понедельник на концерте. И в первый раз сегодня все 1800 учеников детских школ искусств собрались на этот концерт. С этим поздравляю вас как родителей. Для любого родителя смотреть выступление своего ребенка – это, конечно, очень приятно, ответственно. И для детей это очень важно, чувство сцены. Чем больше выходят на сцену, тем они становятся лучше как артисты, а это очень важно. Во-вторых, конечно, очень замечательно, что такой концерт проходит в этой важной тематике. Тематике, посвященной 80-летию победы в Великой Отечественной войны. Это особая дата для всей Якутии. У нас практически нет ни одной семьи в Якутии, которая бы не коснулась Великой Отечественной войны. Просто подумайте, цифры вот объективные. 420 тысяч человек, чуть-чуть больше, проживает в Якутии в то время. 62 тысячи мужчин призываются на фронт. 32 тысячи не возвращаются. Вот. 60 тысяч человек здесь, к сожалению, находясь в тылу, погибает от голода, болезни и прочего. И несмотря на все это, у нас огромный вклад вносит здесь, в тылу, город Якутск. И поэтому в 2022 году наш президент Владимир Владимирович Путин присвоил нашему городу высокое звание «Город трудовой доблести». Это вот
не просто слова, это десятки тысяч людей, чьи судьбы реально были положены на алтарь победы и совершили ратный подвиг, и здесь трудовой подвиг. Мы, ознаменуя это дело, конечно, наша задача, вот как взрослых, сейчас во все это дело вовлекать наших детей, чтобы они помнили, какую цену заплатила наша страна. В этом году, приуроченное к городу трудовой доблести, мы провели проект «Подвиги Якутска», сайт создали, куда вписали имена всех тружеников тыла, которые были награждены наградами за выдающийся труд, упорный труд во время Великой Отечественной войны. И самое активное участие приняли школьники. Написали про трудовой подвиг своих, как правило, прабабушек, про дедушек, больше про бабушек, потому что, понятно, мужчина, основная часть была на фронте. Вот. И я не забуду эту историю. Вот в 10-й школе встречаясь с ученицей 9 класса, она про бабушку, понятно, не видела, но со слезами на глазах рассказывала, через что она прошла. И вот это мы не должны забыть. И вот такие концерты – это тоже часть того воспитания, которое мы передаем нашим детям. Спасибо вам, что мы сегодня при полном зале даем детям этот концерт. Спасибо вам за то, что вы купили билеты, и эта помощь пойдет сегодняшним нашим защитникам, участникам специальной военной операции. Мы всегда должны помнить и будем помнить тот подвиг, который совершили наши поколения созидателей и победителей в 41-м и в 45-м годах. Поздравляю вас с логическим завершением 80-летнего юбилея. Этот юбилей мы встретили особенно воодушевленно. С нами были герои тех лет, ветераны Великой Отечественной войны. И мы счастливое поколение, потому что мы с ними знакомы, мы видим их, и мы равняемся на них. Спасибо. Подвиг матери. Выступает ансамбль дамбристов «Забавушка» детской школы искусств номер 2. Руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Екатерина Попова. Солист, народный артист Республики Саха-Якутия Николай Попов. Концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Шипилова. Над землею кровью выткалась рассвет.
Сегодня мы вспоминаем события Великой Отечественной войны, отдавая дань уважения героям, защищавшим нашу Родину. Но это было не только временем испытаний и потерь, но и периодом духовного подъема, когда искусство стало источником вдохновения и силы духа. В этот вечер камерный оркестр струнного отделения детской школы искусств номер 1 под руководством отличника культуры Республики Саха-Якутия Саргаланы Миткиновой исполнит знаменитое интермеццо из оперы «Сельская честь» итальянского композитора Пьетро Маскани. Пусть музыка напомнит нам о важности мира и взаимопонимания, вдохновляя нас ценить каждый миг мирной жизни. Перед вами выступил камерный оркестр струнного отделения детской школы искусств номер 1 под руководством Саргаланы Миткиновой, концертмейстер Павел Волков. Джованни Перголези, Стабат Матер номер 11. Исполняет хор Надежда Туймады, детской школы искусств номер 1. Руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Надежда Попова. Концертмейстер, лауреат международных конкурсов Ксения Шильникова.
Отечественной войны, посреди самых суровых испытаний, люди находили силы в красоте и вере в будущее. Так, в 1944 году, в разгар войны, в Якутске открылась первая музыкальная школа республики – детская музыкально-хореографическая школа-интернат. Это был настоящий подвиг. Следующим номером программы станет северный танец «Дети солнца», наполненный особым колоритом и энергией народов Севера. И Якутия и северные регионы нашей страны внесли огромный вклад в победу в Великой Отечественной войне, поставляя фронту продовольствие, драгоценные металлы и рабочую силу. Их стойкость, мужество и самоотверженность помогли преодолеть трудности военного времени. Этот танец символизирует жизнерадостность, оптимизм и солнечную энергию северных народов, подчеркивая их важную роль в достижении общей победы. Северный танец «Дети солнца» исполняет хореографический ансамбль «Рябинушка» детской школы искусств села Табага. Руководитель Наталья Лебедкина.
танец «Потешные рыбаки». Исполняет танцевальный коллектив ООСАС, детская школа искусств села Хатассы. Руководители – заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Лариса Бурцева. Отличник культуры Республики Саха-Якутия Александра Семенова. Эсэх – древний якутский праздник, олицетворяющий обновление и единство народа. В годы войны он стал мощным символом надежды, помогая сохранять духовную стойкость. Танец уйгу-быян. В исполнении учащихся отделения хореографическое творчество детской школы искусств номер 1. Руководители Надежда Корякина и заслуженный артист Российской Федерации Афанасий Соловьев.
Музыка к фильму «17 мгновений весны» — это гениальное творение Микаэла Таривердиева, которое стало самостоятельным героем картины, раскрывающим внутренний мир Штирлица. Музыка Таривердиева, звучащая в камерных, ненавязчивых аранжировках, стала неотъемлемой частью образов, создавая особую атмосферу и драму. Музыка из кинофильма «17 мгновений весны» в переложении Татьяны Шипиловой. Исполняет ансамбль флейтистов «Сиренити» детской школы искусств номер 2, руководитель Кострова Вероника Михайловна. Концертмейстер, отличник культуры Республики Саха-Якутия Татьяна Шипилова.
Ансамбль флейтистов «Сиренити». Руководитель, отличник культуры Республики Саха-Якутия Вероника Кострова. Концертмейстер Татьяна Шипилова. Искусство объединяет сердца, дарит радость и вдохновение. Сейчас для вас прозвучит прекрасная композиция «Гляжу в озера синие» из телесериала «Тени исчезают в полдень», написанная Леонидом Афанасьевым и обработанная Евгением Тростнянским в исполнении сводного оркестра народных инструментов детских школ искусств под руководством отличника культуры Республики Саха-Якутия Надежды Фроловой. Солист, отличник культуры Максим Шумилов.
Стихи Расула Гамзатова. Музыка Яна Френкеля. «Журавли». Исполняет артист хора Государственной филармонии Якутии, отличник культуры Республики Саха-Якутия Леонид Анциферов. Сводный оркестр народных инструментов, сводный хор детских школ искусств и образцовый танцевальный коллектив детской школы искусств номер 2 «Сергачен» под руководством заслуженного работника культуры Республики Саха-Якутия Риммы Григорьевны. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаей, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Слова Михаила Львова, музыка Александры Пахмутовой. Поклонимся великим тем годам. Исполняют артист хора Государственной филармонии Якутии, отличник культуры Республики Саха-Якутия Дмитрий Келлер. Сводный оркестр народных инструментов и сводный хор детских школ искусств.
те грозные года, когда кипела волжская вода, земля тонула в ярости огня, и не было ни ночи, ни дня. Сражались мы у волжских берегов, на Волгу шли дивизии врагов, но выстоял великий наш солдат, но выстоял бессмертный Сталинград. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья, всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий бой. За годом в год из боя снова в бой взлетали вновь салюты над Москвой, и, завершив победою войну, планете все вернули мы весну. Окончен тот великий смертный бой, синеет мир на небо над тобой, над вечной нашей матушкой рекой, над славною солдатской головой. Поклонимся великим тем годам, тем славным командирам и бойцам, и маршалам страны, и рядовым. Поклонимся и мертвым, и живым, всем тем, которых забывать нельзя. Поклонимся, поклонимся, друзья. Всем миром, всем народам, всей землей. Поклонимся за тот великий Перед вами выступил сводный оркестр народных инструментов и сводный хор детских школ искусств.
Солист Дмитрий Келлер. Руководитель отличной культуры Республики Саха-Якутия Надежда Фролова. Концертмейстер отличной культуры Республики Саха-Якутия Галина Архипова. Уважаемые зрители, дорогие друзья, наш концерт подходит к концу, и мы выражаем искреннюю признательность всем, кто участвовал в подготовке и проведении этого вечера, и всем зрителям, оказавшим посильную помощь. Средства, собранные сегодня, будут направлены на реабилитацию участников специальной военной операции. Давайте же вновь поклонимся великим тем годам, великим людям, оставившим след в истории и создавшим будущее для нас. Благодарим вас за внимание и поддержку. Желаем здоровья, счастья и благополучия. До новых встреч!